Вот я хочу представить вам замечательного человека. Это у нас вот такой Николай Андреевич Барамыкин. Я его называю Барамыкин-сан, потому что он очень долгое время жил в Японии. Он был представителем нашей республики в Японии. Вхож в императорскую семью, как говорится. Но это я шучу. Да, значит, он был у нас заместителем министра внешних связей. Да, и также является помощником, референтом нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева. Себя представляет как известный блогер, потому что он, значит, ведет блог о жизни в Якутии, да, все, что он видит, он записывает, и вас уже записал, у него будет сегодня вечером, наверное, и в его блоге, да, ваши комментарии. Так что посмотрите, подпишитесь на его блог и посмотрите на себя, как говорится, немножко со стороны. И еще, значит, что самое интересное, да, кстати, у него невероятно эрудированный, начитанный человек, он был моряком. А вы знаете, да, я все время привожу слова Аристотеля, да, что есть 3 вида людей. Да, живые, мертвые и те, которые в море. Ну, вот это был человек, который был в море. Давайте. Добрый день. Добрый день. Вот я этот самый снимаю видео. Ага, ну как сказать, ну, на старость лет я заделался блогером. Ага, мне уже 59 лет. Ага. Не, ну здесь вот. Камера. Ага. Сейчас пока не включайте, я хочу этот самый коротко, чтобы вы отвлеклись от повседневной реальности и перспектив вот ближайших лет и посмотрели, как живет мир, например, да, что думает за рубежом вот, о будущем. Вот. Но это связано с тем, что я 7 лет жил в Японии. Вот, и в 99 году я посетил завод, на котором делали станки. И в 99 году, это 24 года назад, мне сказали, что в Японии решили главную проблему производства. Я спросил, а какая это главная проблема? Они сказали, зависимость от квалифицированной рабочей силы. И в 97 году Toyota построила завод на острове Кюсю. Вот, и самым главным достижением в газете напечатали вопрос роботизации завода. Вот вопрос у меня к вам, да? Вот какое было достижение Toyota в 97 году по роботизации производства? Как вы думаете? Запустили, наверное, сборку, да, автомобилей автоматических. Так, еще кто скажет? Ага. Вот в заводе, который был построен в 91 году, это 31 год назад, уровень роботизации производства был 85%. 32 года назад. Я сам лично в 91 году впервые посетил японский завод, видел этих роботов, специально вставал на дороге, чтобы этот робот, этот самый, видит, не видит, попробовать. Он действительно, вот он останавливался, ждал, пока я этот самый, ну, который возит запчасти. Вот, а в 97 году Toyota построила завод, и самым главным достижением в этом заводе они сказали, что уровень роботизации снизили до 35%. И работником завода мог быть любой. Без образования, пенсионер, там, женщины, домохозяйки, любой человек мог работать на заводе. И вот я в 99 году посетил завод, и там, ну, мне рассказали, да, вот, говорит, инженер получает заказ, тогда еще интернета не было, он по факсу или по телефону получает заказ, набивает на компьютере изделие, потом распечатывает листок, тогда еще QR-кодов не было, были штрих-коды. И вот на этом штрих-коде внизу были цифры. И вот этот штрих-код инженер отдавал рабочему, рабочий переходил к станку, считывал, там баркод-ридер, да, считывал, и тогда еще ЖК экранов не было, были такие лампочки, и вот в лампочках высвечивались цифры. И он сравнивал цифры на листочке, цифры на станке. Если цифры совпадали, он нажимал зеленую кнопку. Если цифры не совпадали, он нажимал красную кнопку. Понимаете? Ага. И если он нажимал зеленую кнопку, станок сам производил. Ага. И там еще была опция,
если доплачиваешь, то станок он еще сам упаковывал изделие. Ага. И вот я как-то видел этот самый, фрезеровочный, по-моему, станок. Вот металлические болванки вставляет, этот станок сам делает. Ну, как с ЧПУ у нас раньше при советской власти называли, да? Числовым программным управлением. И вот этот человек вставляет болванку в станок, нажимает зеленую кнопку, станок начинает работать, и человек методически убирал стружку. Ну, металлическая стружка, он ее убирает в емкость для стружки. И вот я Михаилу Ефимовичу рассказывал. Я говорю, вот рабочий, говорю, так и так, вставляет это изделие, станок сам все делает, потом заканчивает, издает звуковой сигнал, рабочий снимает, ставит станок рядом, вставляет следующий, болванку. И Михаил Ефимович меня спрашивает, а в чем, говорит, смысл жизни этого рабочего? Да. Ага. Я так долго думал и сказал, наверное, говорю, Михаил Ефимович, чтобы убирать стружку металлическую из-под робота, да? На что Михаил Ефимович сказал, ну ты дурак. То есть, короче, потому что действительно, в чем смысл жизни? Вот, и этот самый, в 2020 году японская организация Кейданрен, которая объединяет 1200 экономических организаций Японии, как раз перед коронавирусом, немного видео устарело, выпустила фильм об обществе 5.0. Сейчас давайте посмотрим, он на японском языке, я буду так переводить и потом объясню. Ага. Так, пожалуйста. Ага. Вот эта женщина-хирург. Вот обсуждает с этим коллегой, как идет операция. Вот здесь написано во время операции. Вот закончилось. Ага, это снимает. Вот, видите, пустая комната. Ага, а это вот больной. Ага. Ага, и вот изо рта вытаскивает этот самый мини-робот. И вот на своем языке объясняет этот самый, что этот робот делал в теле. Ага. И вот он благодарит мальчик маму за здоровье. И вот видите, этот самый пульт управления вот этим маленьким роботом, который по кровеносным сосудам заходит и плохие там части отрезает. То есть, вот потом девушка садится в такси, говорит, куда ехать, водителя нет. Ну, уже в Америке работает такси, роботакси. Вот эта девушка разговаривает, парень по-французски, она по-японски. А вот он по-китайски говорит. Они все говорят на своих языках. И понимают друг друга. И вот у нее в ухе слышно на японском языке, потому что этот самый стоит автоматический переводчик с иностранных языков на родной. Это уже технология попробована, она уже есть. И вот еще парень подошел, индус, и по-индийски. А тут рядом этот самый собака возмущается. Вот уже в новостях было, что есть переводчик с собачьего на человеческий. Вот это как альпинизм, да? Занимается альпинизмом, лезет вот на... Это про дополненную реальность. Это дополненная реальность. Вот он добился цели. Здесь вот success написано. И вот он сидит в очках дополненной реальности на инвалидном кресле. Общество 5.0. То есть вот любой человек может быть. И вот девушка делает гимнастику.
слышит и видит тренера через, как это называется, вместо очков, вот, на глаза, линзы, через контактные линзы. Вот. Отец пришел, ну это умный дом, сейчас уже у нас начало разрабатываться. И вот он силой мысли включает музыку. И эта самая дочка пишет ему сообщение тоже из мозга в мозг через передатчик. И вот она пишет, чего она хочет, чтобы он сварил, и вот он с дополненной реальностью делает, ну, готовит еду. Отдельно слушает музыку. И вот общество 1.0 охотничье, общество 2.0 земледельческое, общество 3.0 проиндустриальное, общество 4.0 информационное общество. И общество 5.0 производящее общество. То есть через искусственный интеллект, интернет вещей можно организовать всю систему вот, жизнеобеспечения и производства таким образом, чтобы оно было как бы в обществе 5.0. Ага. То есть вот такой ролик. Ну, и этот самый, есть такая книга «Роботы наступают», да? Фридман, такой автор написал. Читали, нет? Ну вот обязательно почитайте, она старая уже, 2016 года. Вот, и там человек как бы только в начале вот эпохи искусственного интеллекта он рассказывал, что будет там и так далее. И в прошлом году Аскар Акаев, первый президент Киргизии, выступал в Казахстане в университете Аль-Фараби, вот, прочитал 2 лекции. Я вот как бы с его лекции сделал выжимки, поместил у себя в YouTube-канале или короткие его высказывания насчет искусственного интеллекта и влияния искусственного интеллекта вот на вашу жизнь, да? То есть на жизнь вашего поколения. То есть получается таким образом, что на Западе, вот в развитых обществах рабочие не нужны. На Западе, в развитых обществах не нужны офисные клерки. Это мы тоже здесь в республике почувствовали, вот когда, как вот Александр Дмитриевич сказал, когда интернет приходит в деревне увольняют бухгалтеров. Потому что централизованная бухгалтерия, она вся делается в Якутске. Деревни уже не нужны, получается. Вот это касается нас уже здесь, в далекой глубинке. И скорость вот развития общества, она возрастает. Поэтому вот искусственный интеллект, да, это чат GPT там, и так далее, они очень быстро войдут к нам. Хотя, конечно, они пытаются россиян отключить. То есть, например, с российским IP невозможно подключиться. Да? Но, с другой стороны, наши люди очень технически подкованы. То есть, через VPN там, и так далее можно же войти и это. Поэтому вот я хотел бы свое выступление закончить такими словами, что, во-первых, не надо завидовать тем, кто живет в крупных городах или там живет в очень развитых странах, потому что у них социальные проблемы намного сложнее и намного хуже, чем в маленьких деревнях или малонаселенных регионах типа Якутии. Потому что лучше пусть будет холодно, чем вы будете нищим в богатой стране. Второе, да, все-таки вот в 2003 году приезжал известный японский банкир Дайдодзи. И вот он приехал, он такой был инвалид на коляске, его возили мы, да. И вот он сказал, вот на наше синее небо, на нашу природу, он сказал, это небо моего детства, природа, говорит, моего детства. Вот, и он сказал, в Японии мы построили дороги до каждого рисового поля, построили дороги до каждой лесной деляны. То есть мы построили аэропорты, где нужно, мы построили морские порты, где можно было. Он сказал, мы дошли до предела, то есть нам нечего строить, мы достигли всего, о чем мечтали. А он говорит, а у вас все пусто.
у вас, говорит, столько, говорит, возможностей для работы, столько таких возможностей для приложения своих сил. Он сказал, я вам завидую. Он сказал, я вам завидую. Вот. И поэтому все-таки я, как человек, который закончил морское училище, 6 лет учился во Владивостоке, 4 года работал на флоте, то есть 10 лет меня не было здесь, в Якутии, потом я вернулся, и получилось так, что я самостоятельно изучил японский язык, и в то время, в 90-м году, в Якутии было всего 3 япониста. Вот один выпускник Института стран Азии, Африки, МГУ, один выпускник Дальневосточного факультета, Восточного факультета Дальневосточного университета, и я, который самоучкой выучил японский язык. Но вам не повезло, потому что сейчас вот японистов уже сотни, китаистов тысяч, там так далее. То есть для того, чтобы найти себя, там как-то вот получить какое-то преимущество, вам надо действительно вот какую-то фишку найти. Это намного сложнее, потому что в то время у нас, конечно, специалистов было очень мало. И в 93-м году я уехал в Японию, в 2000 году я вернулся. Вот, и поэтому 7 лет как бы опыт жизни за границей. И я хочу вам сказать, что все-таки за границей хорошо ездить в туристическую поездку и еще лучше в командировку. Потому что за счет организации. Это лучший способ побывать за границей. А жить там, да, вы тогда увидите не только фасад, да, но и заднюю часть этого здания. Да. Вы увидите те сложности, которые турист не видит. Потому что турист, он получает эйфорию в аэропорту, спустился в эйфории, и дай бог, если 2 недели в этой же эйфории и обратно улетает полностью в эйфории. Поэтому, а когда в командировке, конечно, там деловые, туда-сюда, там все очень хорошо, но когда живешь, там есть определенные сложности. Вот, например, если сказать, ну, тут же Япония, как японист, да, там у каждого японца есть родословные, начиная с вот эпохи сёгунов. С 1610 или 20 года у всех есть родословные. И вы там не сможете как-то обмануть, что вы там Иванов, Петров, Сидоров, там, Иванидзе, Петридзе, или там не сможете, потому что там они сразу. И вот например, гавайские борцы сумо, когда они получают японское гражданство в виде исключения, да, по решению там, чуть ли не императора, да, в штучное, то им делают такие искусственные, ну, как бы, придуманные родословные. Что он родился на Хоккайдо, в деревне такой-то, из рода такого-то, там, семья такая-то. То есть это, ну, чтобы, ну, хотя, конечно, внешне гавайский этот самый боец сумо, он не выглядит как японец, но по документам он будет полностью совпадающий. Вот, ну, давайте вопросы, если есть. Что вас привело в 2000 году обратно? Ну, просто этот самый, ну, как сказать, во-первых, ну, было много факторов, да? Было много факторов, но один вот я хочу сказать, что вот для российских дипломатов там срок командировки 3 года. В виде исключения продляют еще на год, 4 года. Вот, но 7 лет это все-таки слишком много. Это вот, например, у нас представитель в Китае, ну, покойный Александр Идреев, он 13 лет был представителем в Китае. То есть он под конец, до того там ему все надоело в Китае, что у него там такая аллергия. Но это все-таки за границей же это не родина. Я вот, например, когда прилетал в Якутск в 90-е годы, ну, вы, наверное, не помните, там перед аэропортом была огромная лужа. Огромная лужа. Она всегда была, сейчас вот она под асфальтом. Вот мы прилетаем из Японии в Хабаровск, и прямо культурный шок. Грязно, все грубые, все плохо, грязь, понимаешь, мусор
Потом из Хабаровска прилетаем в Якутск, и родная лужа. Прямо выходим из аэропорта, и родная лужа. Прямо чувствуешь, что ты приехал на родину. Вся та же лужа, вот год назад она была, это сейчас так же. Ничего не меняется, деревянные дома, родина, там эти двухэтажки сплошные. Это как-то вот эта родина. А потом, когда обратно из Якутска вылетаешь, прилетаешь в Хабаровск, как там чисто, как все асфальтировано, там где зелень, деревья. А потом в Японию прилетаешь что-то, и вот сразу начинает давить это теснота, жара, там так далее. То есть это как бы культурное. Да, муравейник большой. Муравейник.